За одни сутки сразу два жителя Воркуты стали жертвами телефонного мошенничества. Схема обмана была одна и та же. Лжебанкиры сообщили, что на имена жителей Заполярья оформлены кредиты. Денежные средства нужно перевести на безопасный счет. Таким образом, потерпевшие отдали аферистам более 200 тысяч рублей. Как не стать жертвой наглых обманщиков, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Вера Железова. О мошенниках и мошенничествах слышал, пожалуй, каждый житель нашей республики. Все СМИ пестрят новостями по данной тематике. Полиция рассказывает о мерах осторожности при общении с незнакомцами. Активисты информируют граждан о всевозможных видах обмана. Но, несмотря на всю огромную профилактическую работу, жители региона день за днем переводят аферистам огромные суммы. Жители Книжпогодского района позвонили неизвестные. Вначале собеседники представились работниками банка и сообщили, что его карту необходимо заблокировать и переоформить. Иначе злоумышленники могут похитить деньги. Далее звонившие посоветовали обратиться в полицию, куда и отправился пенсионер. Однако сразу же поступил новый звонок от якобы стража порядка. Лжеправоохранитель заверил, что лучше не терять времени зря и сразу выполнить все инструкции специалистов. Мужчина опрометчиво последовал всем рекомендациям, переведя на 5 номеров мобильных телефонов 130 тысяч рублей, которые копил не один месяц. Еще раз напоминаем жителям Коми: не доверяйте малознакомым людям, которые под самыми различными предлогами ходят к вам в доверие. Не переводите денежные средства на сомнительные счета по просьбе незнакомых вам людей, кем бы они ни представились, сотрудниками полиции, прокуратурой, судом. Если речь идет о переводе ваших накоплений куда-либо, кладите трубку. Жительница Печоры подыскивала себе в интернете подходящие для нее вакансии. Она связалась с автором одного из объявлений, который представился кадровиком крупной компании. В ходе беседы тот пообещал, что устроит ее работать в хорошую фирму, и запросил данные паспорта. Ничего не заподозрив, гражданка выслала ему необходимые сведения. После этого через мобильный банк в телефоне женщина увидела, что неизвестное лицо оформило от ее лица кредитную карту лимитом 105 тысяч рублей. Впоследствии с нее было списано на чужой счет 8900. Поняв, что она стала жертвой мошенников, потерпевшая заблокировала счет кредитной карты через электронный личный кабинет, затем обратилась в полицию и в банк. Помните, что ваши персональные данные – это ценный товар для мошенников разного рода. Сообщив собеседнику данные паспорта или банковской карты, вы даете возможность аферистам распоряжаться не только вашими деньгами, но и загнать вас в долговую яму. Жительница Воркуты собралась в отпуск и нашла на популярном сайте объявление о сдаче жилья в Сочи. В переписке с арендодателем потерпевшая ввела персональные данные банковской карты, после чего с электронного кошелька были списаны деньги. Воркутинка догадалась, что ее обманули, и обратилась в полицию. Важно отметить, что женщина знала о различных видах мошенничеств, но все же передала злоумышленникам секретные сведения. Мошенники поджидают своих жертв в любой сфере. Хотите купить или продать что-либо? Они готовы к сделке. Оформить кредит всегда подскажут. Съездить в отпуск сразу же помогут. Вот только не вам, а себе. Поэтому прежде чем совершать какие-либо действия, хорошо подумайте о последствиях. Только ваша внимательность и холодный разум помогут защититься от цепких лап аферистов.